эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. В государственный бюджет Якутии внесут изменения, они связаны с поступлением федеральных средств. Так, годовой план доходов госбюджета республики на 2019 год увеличен на 2 миллиарда 796 миллионов рублей и составит 203 миллиарда 849 миллионов рублей. Общий объем доходов госбюджета республики на 2020 год составит по прогнозным показателям 173 миллиарда 318 миллионов рублей. Общий объем доходов на 2021 год составит 178 миллиардов 117 миллионов рублей. Соответственно, эти же суммы учтены в расходной части бюджета. Сообщается, что в первую очередь средства пойдут на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению в связи с государственным регулированием тарифов, а также на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие цели. Якутия вошла в число 27 профицитных регионов России за 2018 год, говорится в исследовании аналитического кредитного рейтингового агентства. Такие регионы обеспечили совокупный профицит в 551 миллиард рублей, что в 3,6 раз больше, чем в 2017 году. Самый высокий профицит оказался у Ханты-Мансийского автономного округа. За ним расположились Тюменская и Ленинградская область. Профицит Якутии составил 10 миллиардов 200 миллионов рублей. Компания «Алроса» получила на аукционе в Дубае порядка 8 миллионов 300 тысяч долларов выручки. Всего компания реализовала 121 алмаз общей массой 1950 карат. В международном аукционе принимали участие компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Бельгии, Израиля, Гонконга, России и США. По разным позициям победила 31 фирма. «Алросу» и Дубай связывают долгие партнерские отношения. С 2014 года мы сотрудничаем с Дубайской алмазной биржей по отраслевой проблематике. Имеем здесь свою торговую компанию, где регулярно проводим аукционы. В этом году мы приняли решение увеличить число аукционов в Дубае до 5, поскольку видим стабильный спрос, в том числе со стороны местных фирм, отметил член правления, директор единой сбытовой организации «Алроса» Евгений Агуреев. Якутия вошла в число регионов, которые получат федеральные средства на ликвидацию свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда в 2020 году. Всего Министерство природных ресурсов и экологии отобрало 30 регионов. На 2020 год планируется направить средства федерального бюджета в размере 10 миллиардов 400 миллионов рублей на ликвидацию 42 выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и ликвидацию 15 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. В России с 1 марта перезапустят программу господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Это программы, которые действуют в России с 2015 года. По ним кредитные организации предоставляли скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета. В июле 2018 года действие программ было продлено, а также введены дополнительные льготы для жителей Дальнего Востока. Для них скидка повышается до 25%. Совокупный бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году составит 3 миллиарда рублей. Программы будут реализовываться на всей территории Российской Федерации. Рост товарооборота с Китаем ожидают в Министерстве по внешним связям и делам народов Якутии. Глава ведомства Гаврил Кириллин, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации, отметил, что Китай – один из основных торговых партнеров республики. Китай является не только нашим соседом, но и стратегическим партнером. Якутия в этом плане один из первых регионов России, который начал тесное сотрудничество с Китаем. В ближайшие годы, в том числе в связи с запуском проекта «Сила Сибири», растущим интересом китайских партнеров к сотрудничеству в сфере освоения природных ресурсов, реализации инфраструктурных проектов, мы ожидаем кратный рост товарооборота с Китаем, заявил Гаврил Кириллин. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.